8 сентября 1941 года началась блокада. Значит, перед этим была эвакуация, но отец и мать, они решили, во-первых, у отца была бронь, он должен был все-таки оставаться на работе, и потом этот магазин, кстати, очень пригодился. Это чуть-чуть могу позже сказать, почему. Ну и наше счастье, конечно, было в том, что он не сразу ушел на фронт. Вообще времена началась понемножку усиливающийся обстрел Ленинграда. Мы уже жили на Измайловском проспекте около Троицкого собора и имели комнату. То есть не половинку, а комнату. Ну, отец каждый раз утром, значит, уходил, конечно, на работу. Что уж там делать, я особо не могу рассказать. Ну, а мы с мамой, значит, время от времени... Да, еще одно обстоятельство заключалось в том, что мы почему остались. Это мама была в положении и должна была приблизительно в декабре 1941 года родить сестру. Самое страшное было в том, что осенью, приблизительно в октябре, немцы разбомбили наши продовольственные склады, которые были в Ленинграде. Так называемые Бадаевские склады. И, конечно, там начались пожары, в общем, все это. Но даже в блокаду некоторые собирали то, что там рассыпалось на землю, то, что еще не сгорело, так сказать, это было тоже какой-то, но это уже просто в таком случайном, кто нашел там, и все. И действительно, 3 декабря 1941 года мама родила сестру, которую назвали Эмилия. Ну, назвали Эмилия, это в честь бабушки, значит, по линии отца. Нужно сказать, что отец у меня латыш, а мама русская. Ну, вот, поэтому, ну, как они там решали, это я не могу сказать. Я при этом не присутствовал. Ну, во всяком случае, самая лютая зима – это была 1941-1942 год. Температура ниже 40 градусов, как понимаете, отопление и все это не работало. Воду я носил из фонтанки, все замерзло. И поэтому я с ведерком таким, ну, средним, не скажу, что самым большим, я, значит, и на палочке мне была сделана баночка такая, прибита к палочке, потому что лед-то был огромный очень на фонтанке. Но люди уже приспособились, сделали такой небольшой прорубь и, стоя на коленях и почти, так сказать, лежа, вот могли черпать и себе набирать куда-то в ведерко. В мою обязанность еще нужно было ходить в молочную кухню за 2 рожками, поскольку сестра еще до года, значит, ей полагалось, и вот было организовано
в этих кухнях молочных, уж какое там было, конечно, из сухого, какая-то каша и какое-то молоко, значит, из сухого делали. И вот это но нужно было дойти до этой кухни, и иногда и во время обстрела днем. Ничего не было, никакой живности. А уж собаки это то же самое, все были съедены. Все съедены. Ну вот, например, отец, шел он по улице во время обстрела, и ехала повозка, и снаряд как раз попал на улице и убил эту лошадь. Так он говорит, вы бы видели, как народ набросился на этот лошадиный труп и отрезал куски и сразу уносил. Потому что это конина. Но тот, кто понимал, тот вот таким образом и разными другими чудесами, в кавычках, конечно, чудесами. Ну вот, собственно говоря,